Где? Спокойно, ребят! Тихо! Спокойно! Весь таджикский народ. Скажи, есть ли у тебя какие-то претензии к таджикам? Я в бою выхожу или умереть, или пойти до конца. Я никогда по жизни не сдаюсь. Зачем это шоу, ребята? Будьте скромны. Слышь, он твой братишка, да, Сереж? Хамад Салимов и Толкунбек Маматов. Очередное противостояние на нашем турнире Таджикистана и Чеченской Республики. дар ин созмон зиёда аз 20 нафар файтрони тоҷик баромад мекунанд. Барои шумо мо 200 дона чипта гирифтем ба мусобиқаи созмони Колизей ки рӯзи 28 март дар Москва баргузор мегардад. 20% арзонтар чиптаҳоро дастрас намудем ва дар чойхонаи ҷиргатол гузоштаем. Марҳамат омада аз чиптаҳо харидорӣ намоед ва файтери тоҷикро дастгирӣ намоед. Мо ҳамроҳ якҷоя бояд файтери тоҷики худро дастгирӣ намоем. Так, друзья, начнем мы с небольшого выступления. Мы всех приветствуем на нашей пресс-конференции. 28 марта мы готовим для вас большой ивент, который станет юбилейным для нашей лиги и по-настоящему знаковым событием. Скорее всего, после этого ивента подобные большие мероприятия мы будем проводить раз в 3 месяца. Также нас очень ждут в странах СНГ. Наиболее приоритетное направление — это, конечно же, Кыргызстан и Таджикистан. Главный бой у нас Инал Хасбулатов, Шерзади Садуло. Я к бою подхожу очень хорошо. Настроен все 100%. Инал, а где ты готовишься к этому бою? Я готовлюсь в Краснодаре. В каком зале? Расскажи про своего тренера, про спарринг-партнеров. У меня 2 тренера по грэпплингу и по тайскому боксу. По грэпплингу Малачиев Рустам, по тайскому Альберт. Инал, у нас есть пару вопросов от подписчиков. Они в основном исходят от болельщиков. Шерзади, некоторые из них провокационные. Скажи, первый вопрос. Есть ли у тебя какие-то претензии к таджикам? Но это никаких претензий. Я всем нация отношусь одинаково. И второй вопрос от подписчика. Он спрашивает, если таджик выиграет тебя снова, планируешь ли ты заканчивать карьеру? Нет, конечно. Хорошо, пару вопросов для Шерзади, то же самое в свободном формате, если ты можешь, то более подробно расскажи о том, как ты готовишься, где ты готовишься, какой у тебя настрой, что ты хочешь сказать сопернику. Донеси свой месседж. Всем ассаламу алейкум. Подготовка идет по плану. В день 2 раза. Утром борьба, а ночью удар. Ты говорил то, что ты хочешь финишировать его за считанные секунды. Это будет в первом раунде, иншаллах, завершится. Как ты видишь это? Ты думаешь, это будет в борьбе или в стойке? Это будет видно. Еще раз? Это будет видно. Смотрим. Шерзади, тоже вопрос к тебе. Ты неплохо показываешь себя в стойке, но в твоей борцовской технике много пробелов. Скажи, работаешь ли ты над этим аспектом и многое ли изменилось с твоего предпоследнего боя, который закончился в ничью в нашей лиге? Да, изменилось, много чего изменилось, так как папа с борьбой у меня немножко плоховато было все. Ну, сейчас мы потянем борьбу, сейчас мы выйдем, у нас идет борьба. Вчерашняя съемка, видать. Да. Спасибо, Шерзот. Мы сейчас на секунду прервемся. У нас пришел Шахайор Панжиев. Имам, отреагируй как-нибудь на появление своего соперника. Что хочешь сказать? Думал ли ты, что он уже не придет сегодня? Всех приветствую. Наконец-то думал из-за неуважения, но бывает всякое. Главное, чтобы соперник здесь. Главное, мы здесь, да, где соперник. Шахриор, возьми пока микрофон, объясни, почему ты опоздал, что случилось? Из-за пробок. Из-за
забыл. Ты не опасный. Вы задерживаетесь, да? Хорошо. Вернемся к бою Инала с Шахзади. Вопрос к Иналу Хасбулатову. Инал, как ты считаешь, Шахзади Садулло, влияет ли на него как-то твой трэш-ток? Воздействует ли это на него? Ты стараешься сломать его психологически. Как ты вообще считаешь? На него это влияет? Я не знаю, я его психологически не стараюсь никаким трештоком. Такой же вопрос у меня почти к Шахзади Садулло. Как ты реагируешь на трэш-ток канала? Влияет ли это как-то на тебя, или ты вообще этого не замечаешь? В основном он не обращает внимания на трэш-ток вообще. Он даже мало времени проводит в интернете, в основном он тренируется. Хорошо. Также вопрос у меня будет к Шахзади. Шахзод, Инал не очень серьезно относится к твоим навыкам в стойке и сомневается, что ты сможешь его перебить. Как ты оцениваешь навыки Инала? Есть ли в его арсенале что-то, чего ты опасаешься? Нечего опасаться, он, конечно, тоже владик, как и Шахзод, но хайкиками бьется, каутирует хайкиками, и Шахзод пару своих соперников нокаутировал хайкиками. Ну, в основном он тоже владик, Шахзод тоже владик. Буду провести бой в стойке раз. Инал, как ты считаешь, бой пройдет в стойке? Ты тоже так думаешь? Так, стой, так, партия. Дайте прогноз на свой поединок. Мастер должен быть потягивать, не бойся. Инал, дай прогноз на ваш поединок. Как ты считаешь, как все закончится? Не знаю, что ладно, все будет видно. Шахзод, такой же вопрос к тебе. Дай прогноз на свой поединок. Как ты считаешь, когда он закончится, ты сказал о своих планах, о том, что ты хочешь финишировать соперника во втором и в третьем раунде. Ты думаешь, твоя функционалка лучше, твоя выносливость лучше? Ты думаешь, что Инал подсядет? Скажи об этом поподробнее. Ну, его слова, я бы не сказал, что он носит слабый, мы будем прессинговать на первом, чтобы он устал в первом раунде, а во втором и третьем раунде закончит бой. Вы будете работать первым номером? Первым мы постараемся работать первым номером. Хорошо. Перейдем ко второму бою. Второй бой – это Имам Акимбеков и Шахриёр Панджиев. Face-to-face мы сделаем после того, как поговорим со всеми, вызовем по очереди, потом отправим вас на дополнительную фотосессию. Вот, план у нас такой. Вернемся к Имаму Акимбекову и Шахриёру Панджиеву. Шахриёр, очень хорошо, что ты приехал. Начнем с Имама. Имам, ты уже успел выступить в набирающей популярность поп ММА. Расскажи про этот опыт и в чем ты видишь отличия профессиональных боев и боев в поп ММА. Вообще есть какие-то отличия? Сейчас очень сильно развивается поп-ММА, там тоже есть очень хорошие ребята, которые могут себя показывать на профессиональном уровне, я думаю, в том числе я себя покажу, и вы в этом все сами убедитесь, и увидите своими глазами. Поэтому сейчас поп-ММА очень хорошо обороты набирает. Вот. И Колизей, конечно, здесь ничем не отличается, я бы сказал, от профессиональных. Здесь есть очень хорошие ребята, которые себя достойно показывают на профессиональном уровне. Спасибо, Имам. Вопрос к сопернику Имама Шахриёру Панджиеву. Как ты считаешь, твоя ударка лучше, чем ударка Имама Акимбекова? Ну, я вообще не смотрел на него, бой, серьезно я говорю. Ну, посмотрим. Ты не изучал еще своего соперника? Нет. Ты настолько в себе уверен? Я совсем готов 57-61. Имам, а ты успел уже изучить Шахриёра? Как ты вообще к его уверенности такой относишься? Бой, каждый бой для меня очень важный бой. Я в бою выхожу или умереть, или пойти до конца. Я никогда по жизни не сдаюсь. Это, я думаю, очень многие все знают. Я никогда не сдаюсь и иду до конца. Неважно, любительский бой или обычный бой. У меня всегда идти до конца. Вот. Отличные слова, Имам.
Отличные слова. Я думаю, ваш бой украсит наш турнир. Шахриер, то же самое. Тебе слово. Скажи все, что хочешь сказать перед этим боем. Я тоже хочу своим тренерам Ахметом сказать спасибо. Свой клуб Жокжахонджи. Они меня всегда поддерживают, всегда со мной. Про соперник, кроме уважения, я слышал у него борьба сильнее. Ну, посмотрим, как надо бороться, как надо ударка. Ну, бой покажет. У нас вопрос в зале. Да, поаплодируем. Поаплодируем Имаму Акибекову и Шахриеру Паджиеву. У нас вопросы в зале. Добрый день, всех приветствую. Вопросы сопернику имама. Понимаешь ли ты всю серьезность своего соперника и успела ли уже твое руководство обратиться в какую-нибудь страховую организацию и застраховать твое здоровье? Мне все соперник серьезно был. Как говорится, ну посмотрим, кого надо будет страховка, кому надо будет другого. Да, Шахриер максимально в себе уверен, как и мама Давина. Есть еще, ребята, какие-то вопросы из зала? Саш? Хочу сказать огромное спасибо, извините, что перебиваю. У меня очень много ребят, с нами тренируются, неважно какой национальности, и каждый знает, как я выкладываюсь на тренировках и на что я способен. Эти слова, которые они говорят, это не простые и не пустые слова. Я это все на деле докажу и покажу, иншаллах. У меня вопрос более скромному парню Мухаммаду. Вопрос таков. Расскажи о подготовке и расскажи, несмотря на то, что он более спокойный парень, он более уверен и заряженный боец, ну как я его знаю. Всем салам алейкум. У меня подготовка приходит в этом зале. Мой тренер Сулейх Хасанов. У меня все отлично получается. Иншаллах, покажем зрителям бои. Я своего соперника уважаю, но хороший парень, хорошо готовится, хорошо бьется, скромный парень. Но покажем 28 марта, кто достоин, кто с уважением идет оттуда. Неожиданно мы перескочили к паре Мухаммада Салимова из Таджикистана и его соперника Толкунбека Маматова из Кыргызстана. Бойцы представляют клубы Акбар и Жашмун. Это одна из самых скромных пар в главном карде. У меня вопрос к кыргызскому спортсмену, к Толкунбеку. Толкунбек, скажи, вот эта вот излишняя скромность, излишнее уважение, оно не мешает вообще тебе готовиться к бою? Не сказывается ли это на твоем поединке? Не будешь ли ты скромничать? Или когда ты выходишь в октагон, то все меняется и начинается настоящая война? Еще раз приветствую, Кирилл. Но смотрим, скромность тоже важнее, чем ла-ла-ла, сделать, понимаете? Шоу не надо с этим бойцом. Зачем это шоу, ребята? Будь ты скромный. И там октагоны покажем, как она, кто достоин готовиться к этому бою. Толкунбек, а где ты хотел бы биться с Мухаммадом? Ты хочешь биться с ним в стойке, ты хочешь больше бороться, ты готов встречать его на любом уровне. Скажи пару слов по стратегии на бой. Я готов в стойке и борьбе. 100%. Мухаммад, в свободном формате скажи все, что ты хочешь сказать своему сопернику, своим фанатам, своим тренерам. Вообще, просто скажи все, что у тебя на уме, все, что ты думаешь перед этим поединком. Он говорит того, на кого делит первую раунду во второй минуте. Браво! Посмотрим, кто кого нокаутирует. Это его, он хочет его нокаутировать в первую раунду во второй минуте. Так что... Это слова переводчика, он сказал, я думаю, все будет нормально. Я понял, да. Толкунбек, а твой прогноз? У тебя есть какой-то прогноз? Как ты видишь исход этого боя? Я не обещаю, что в первом или втором раунде нокаутировать или что-нибудь. Я до конца добьюсь. Но ты обещаешь, что будут искры. Конечно. 28 марта. Хорошо, поаплодируем бойцам. Толкунбек Маматов,
Мухаммад Салимов. Так, я знаю, что ты его хочешь прямо уничтожить. Мы это верим. Скажи, в каком третьем и четвертом минуте первого раунда? Шерзот, 3-я или 4-я минута первого раунда, когда ты финишируешь Шанова? Ну, я постараюсь в первом раунде завершить этот бой, но я бы хотел заставить его устать в первом раунде, а во втором и третьем раунде финишировать его. Я как раз про первый раунд, третий, четвертый минут. Здесь немножко есть нового. Это посмотрим. Зависит от тайминга, как бой идет. Так и будет. Посмотрим, что будет вдвоем. Еще до 3-го, 4-го минуты бой не дойдет, но он истинный. Мы уже это видели, так что... Да, не видели. сомневайся. Да, видели. Вы многое видели. Я играл с моим братишком, я это видел. Да. Я тебе 12 килограммов перевес, да? Третий, четвертый Йоу, удачи. слышишь? Я тебе удачи пожелаю. Всё. Не серьезно, спасибо, уже не боец. Тебе тоже удачи, братишка. Слышь, он твой братишка, да, Сережа? Я много раз сказал, выйти со мной 61 год, 66 год, 70. Он сказал, давай 28 марта. И потом я ему отвечал, короче. Потом сказали, давай выйду. А он потом сказал, нет. Знаю, В любом случае, а бой удачи, бой покажет. Так что держите. Если он так себя уверен, почему он не вышел со мной? Я не знаю. То, что я видел, это сказал. Так что... Только спорт ничего не... После 28 марта в апреле дай мне своего SEO ушел на 57 килограмм на весе. Я его уничтожу, Посмотрим. Давай посмотрим. Пусть сначала вес делает, потом придет. Хорошо, вы еще молодые, так что все впереди. Да, все мы будет молодые, хорошо. да. Удачи обоим. Да, тебе тоже удачи. Арзур Ахматов из Таджикистана будет биться с Евгением Юрцуком. Поаплодируем. Я уверен, что этот бой пройдет в стойке, потому что оба бойца больше предпочитают драться в стойке, ни один из них не борется. Начнем с Орзура Ахматова. Орзу, в свободном формате скажи все, что ты хочешь сказать, мы будем начинать с этого и дальше переходить к вопросам. Я хочу биться до конца. Третий раунд. Я хочу третий раунд биться до конца. Я хочу его нокаут отправить. Все это мои любимые. Насчет нокаута уверен, что не будет точно его в мою сторону. Но посмотрел бои его, думаю, что он закатит хороший бой и хорошо зарубился. Женя, скажи, честно скажи, считаешь ли ты себя фаворитом в этом бою? И как бы ты вообще в процентном соотношении разделил ваши шансы? Не буду процентное соотношение говорить. В принципе, в первую очередь вообще, независимо от соперников, любой бой – это бой с самим собой. Если я уверен, что я хорошо подготовился, настрой хороший, поэтому в любом случае я в себе уверен, ставлю на себя, конечно. Я его отправил, когда он играет в футбол. Пускай играет там, ну и в футбол. ММА не твое место, друг. Все. Спасибо за все. Арзу, ты считаешь себя фаворитом в этом поединке? Да. Сегодня я никогда на улице не хочу драться. Понимаешь, я граждан Таджикистана. У меня регистрация с отметными проблемами. Ты гражданин здесь. Понимаешь? Среди вас давали несовершеннолетние. 16-17 лет. Как можно с ними драться? На улице мне это надо. Вот я же тебе говорю, когда ты... Я не имею в виду, там, возраст вообще не имеет значения. Я просто имею в виду, что у тебя есть время, чтобы готовиться со мной выйти. Вот, ты должен благодарить этим организациям, что у тебя есть время. У меня всегда время было. Просто будет и не поэтому будет. готовься, Я там, всегда выйдем, готов. там, в клетке, разберем все, там. Я не буду здесь болтать. Говори. Все по улице. Я вышло. еще раз тебе Все говорю, над Назар. нами решено. Все Выслушайся. вышли. Выслушайся.
Я же тебе говорю, у тебя второй бой. Это третий бой или второй бой. Пойми, я тебе не тот, который парней, которых ты встречал в ринге. Я совсем другой. Поэтому я говорил, это самый важный бой в моей карьере. Ну посмотрим. Смотрим, обязательно. Готов всегда, хорошо готов всегда. У меня вопрос к Хамзату Дзыеву. Хамзат, ты активно раскручиваешь бой, в Инстаграме видно, что ты заряжен. Расскажи, чем ты планируешь удивить в октагоне такого опытного бойца, как Шерзот Каримов? Шерзот, кстати, бился у нас с чемпионом лиги, навязал ему равный бой и всегда просит себе соперника самых сильных бойцов. Чем ты вообще планируешь удивить его? Парня большой бэкграунд. Я так не уверен, моя цель закончить этот бой, там, не знаю, нокаут, но моя цель бой закончить. Хороший боец. Мы знаем их и, конечно, уважаем их. И хочу показать хороший бой. И хочу со стороны чеченцев сказать, что они наши братья, я не хочу против них ничего иметь. То, что произошло, вы уже это обсуждали. Мы хотим просто в ринге его наказать и пройти дальше это. Кто выиграет, тот поднимается. Конечно, мы все здесь из небогатых семей, которые хотим просто зарабатывать потом деньги и сделать жизнь. А это то, что драка, это на улице, я не хочу этого. Я хочу в ринге, я хочу биться, вот и все. Ты очень яркий, интересный боец, это не соответствует тому типичному плагиату кавказских бойцов. Есть ли у тебя какой-нибудь кумир, которому ты хочешь соответствовать, или у тебя какой-то некий свой необычный стиль? Ты очень явно в ударе, это не соответствует, не буду дискриминировать, но кавказским бойцам, которые доминируют, а ты просто уничтожаешь своих соперников и стараешься очень ярко себя вести, в отличие от других. Посмотрим, наш ребят его вырубит. Кто твой кумир? У меня кумира нету, у меня своя стиль. Если он меня не выберет, ты свои без штанов будешь ходить, хорошо? Тогда давай я слово тебе даешь, слово даешь. Что тебе слово даю? Если он меня не нокаутирует, ты без штанов будешь ходить, слово даешь. Я не понимаю тебя. Иди тогда русский язык научи себе, придешь потом. Он тебя выиграет, и он будет твоим кумиром. Так же, как и Сиоуш, который тебя уничтожил полностью. Йой, Сиоуш, поля, 12 килограммов перевесом пришел, да? К организаторам. Вы не серьезные бойцы, вы вес даже ты не можете делать, вы за что? Садись, все, садись. Вопрос к организаторам. Вы задали новую планку, и уже все видно. Все в предвкушении 28 марта. Хотите... Смотри, ты сейчас на меня подлизывался, потом уже другое говоришь. Успокойся. Я не лицемер, я сказал... Ты лицемер, ты двуличный. Твои действительные хорошие качества и указал твои ошибки, которых у тебя много. Сиоуш тебя выиграл, это факт. Согласись. 12 килограммов перевес я тоже выиграл. Хорошо, все, успокойся. Я успокоен, так. Закончим вопрос. Можно к организации задать вопрос? Вы задали новую планку. В дальнейшем будете соответствовать этой планке, проводить конференции и открывать своих бойцов как личность. В дальнейшем планируете это проводить такие же мероприятия? Или это такая разовая акция? Это точно не разовая акция, спасибо за вопрос. Но я не уверен, что это будет каждый месяц. Мы посмотрим, как отреагируют наши зрители на эту пресс-конференцию. Мы посмотрим, насколько большим турниром будет 28 марта. Мы собрали очень хороший карт. Мы ждем полные трибуны в Крыльях. Посмотрим. Пока план делать такие мероприятия в 3 месяца. Посмотрим. Возможно, что-то изменится после 28 марта, это наш первый опыт. Время покажет. Нам хочется увеличивать масштаб постоянно. Ассаламу алейкум всем, я Владимир Джалудов, режиссер и журналист. Ждали тебя. Спасибо. Хочу сказать спасибо Кириллу и Роману за то, что пригласили меня сюда. Честно говоря, я смотрю на ваш уровень. Ребята, я рад за вас. Серьезно. Наконец-то конференции, вот эти вот интересные моменты. Ребят, главное, ведь
не теряйте уважение друг к другу. Это самое главное. Потом я очень рад видеть своих земляков, прям объединившихся все здесь. Ризван, Соле. Всем ребятам спасибо большое, что объединились. И вот тут парень в кепке сидит. Как тебя зовут? А? Орзур Ахматов. Как? Орзур Ахматов. Орзур Ахматов. Скажи, пожалуйста, что за кепка у тебя, что изображение ты одел на него? Расскажи нам про этого человека. Спасибо. Это кепка Ахмачева Сум, это легендарный Таджикистан. Так, ну, как сказать, герой Таджикистана. Я уважаю этого человека. Я не видел этого человека, но я уважаю этого человека. Спасибо за то, что дал этот человек возможность. Спасибо большое, что этот человек уважаю. Спасибо. Минуточка, то, что скажу, раз, наверное, сказали, кто на самом деле легендарный человек, это Салахаддин Аль-Аюби 20 века, на самом деле, в мире ислама он делал очень многое. Вот, и я горжусь, что он был моей национальности, вот, он был таджиком. И вы не представляете, кто был человек, который сам спал на земле, никогда не одевал новые одежды, он был абсолютно настоящим мусульманином, олицетворением настоящего ислама, благородства. Вот, ребят, самое главное, не теряйте уважение друг к другу и всегда вот так вот будьте объединенными, все вместе. Так, друзья, вопросы у нас закончились. Сейчас начнется процедура face-to-face. И первые бойцы, кого я хочу пригласить на face-to-face, это Мухаммад Салимов и Толкунбек Маматов. Пожалуйста, на середину. 28 марта главный карт Мухаммад Салимов и Толкунбек Маматов. Лицом к камере. Катя, давай лови кадры. У обоих бойцов готовится большая группа поддержки. Это их первый face-to-face, первая встреча. — 28 марта октагон закроется, и мы увидим их в деле. Лицом к камере. Также они встретятся еще на взвешивании на официальном за день до турнира. Вызываем следующую пару. Следующая на очереди Хамзат Дацеев и Шерзот Каюмов. Их жаркое противостояние. Надеемся, что бойцы подойдут к этому бою в своих лучших кондициях и оправдают все сказанное на сегодняшней пресс-конференции. Отлично. Камера, ребят. Возьмите руки. Удачи, ребят. Приглашаем Евгения Юрцука и Орзура Ахматова в противостояние России и Таджикистана. Также в главном карте 28 марта. Камера, ребят. Виден огонь между бойцами. Я уверен, что это будет очень плотная рубка, очень плотная рубка, друзья. Следите за этими парнями. Евгений Юрцук и Орзур Ахматов. Увидимся 27 марта, 28 марта. Мы ждем вас в крыльях, вас всех и каждого. Будем устраивать жару. И главный бой нашего юбилейного турнира приглашается Шерзади Садулло и Налхаз Булатов. Эти парни начали жару еще задолго до их боя. Я думаю, она продолжится, напряжение будет сохраняться. Я не сомневался, что будет такая плотность. Лицом к камере. И Налхаз Булатов и Шерзади Садулло. Пожелаем удачи, красавчики. Хороший будет. Все, аплодисменты.
Небольшой перерыв, мы будем готовиться ко второй части пресс-конференции. Итак, уважаемые гости, мы начинаем вторую часть нашей пресс-конференции «Колизей. Битва чемпионов 20», юбилейное событие, которое пройдет в ВСК Крыльев Советов 28 марта. Приветствуем участников второй части основного карта и приветствуем гостей, которые к нам сегодня пришли. Спасибо, ребята. Мы начинаем, и первая пара, которую бы мы хотели рассмотреть, это пара Бихрус Курбонов и Александр Епишов. Итак, я думаю, первый вопрос у нас будет к Александру Епишову. Александр, ты для всех на самом деле сейчас темная лошадка. Вот, никто, в принципе, толком не знает, какая манера, как ты готовишься и так далее. И вопрос, наверное, будет первый. Как ты вообще оказался на этом событии? Что сподвигло тебя выскочить, резко ворваться в наше мероприятие и заявить о себе? Всем добрый день. Как я оказался? Захотел выступать в про-боях, давно это была мечтой. И попал на такую лигу, тренер подсказал, что нужно выступить в Колизее, там есть такая возможность. И вот написал представителю Колизея, вот вывели соперника. Александр, скажи, пожалуйста, ты знаешь что-то о своем сопернике? Смотрел его поединки, как-то, возможно, готовился, обсуждал с тренером? Да, мы рассматривали все его бои, все изучили, все его слабые стороны, все его сильные стороны. Естественно, готовимся к нему очень усердно. Бой не из легких будет, но 28 марта, когда это закроется, уже там выяснится, кто это. Отлично. Итак, вопрос, Бихрус, к тебе. Микрофон можно? Бихрус, смотри, ты обладатель пояса Лиги Колизей нашей. Достойно получил его, одержал победу. Скажи, как ты оцениваешь свои шансы с соперником, который, в принципе, по сути, является темной лошадкой, нет какой-то информации о нем, нет каких-то боев, на которые можно ориентироваться? Какая-то специальная система подготовки у тебя будет, какой-то подход к этому поединку. Как ты вообще решил выйти с соперником, которому ничего не известно? Салам алейкум всем. Я давно дерусь, на самом деле, на профессиональных рингах. Но я готов. У меня хороший партнер, Олег Хасанов, профессиональный боец. Я готов, заряжен, покажу хороший бой. Это даже не обсуждается. Пояс мой, он останется только у меня и у весь таджикский народ. Он никуда не уходит. Это не обсуждается. У тебя последние 2 недели, чтобы побыть этим поясом? Я таких знаков видел. Так что готовься. Александр, скажи, пожалуйста, какую манеру боя ты бы для себя выбрал? Что ты можешь сказать? Тебе комфортнее сражаться в стойке? Или тебе больше нравится и то, и другое, либо борьба? Честно, без разницы. Хоть в стойке, хоть в борьбе. Но, посмотрев бои соперника, мы увидели его слабую сторону, что в борьбе он слабый, он берет свои силы. А точность без силы. То есть ты хочешь сказать, что Бихрус побеждает больше не за счет своей техники, а за счет силы? Да, мы уже рассматривали и с тренером смотрели, он вкладывается в свои удары очень сильно. Не забывай, сила есть, ума не нужно. Очень удивительно, конечно, слышать истинно русскую поговорку от Бихруза. Но это было что надо. Ему только удачи, без травм, ничего личного, только и спортивный интерес. Так что... Скажи, пожалуйста, Бихрус, много ли ожидается поддержки с твоей стороны на этом событии? Я знаю, что очень много твоих друзей, соратников по октагону и по клубу мечтают увидеть это сражение 28 числа. Как эта поддержка, она помогает тебе в подготовке?
Конечно, помогает, мотивирует. И я очень жду своих земляков на этот турнир. Придут, поддержат по-любому, потому что здесь 28-го дерется много таджикских бойцов. И также братья слева, братья справа. Так что они по-любому придут, поддержат нас. Мы ждем вас. Приходите, поддерживайте. Таджикистан Бапеш. Салам алейкум всем. У меня особо разница нет, сколько берется. У меня подготовка идет по полной программе. У меня там сидит тренер, я благодарю своим тренерам. Вот. Свои соперники особо ничего не знаю, но только что мне предлагали, я бой принимал. Я в футбольный газ иду, мне без разницы, кто в моем пути впереди. Я буду со своим соперником драться и буду давить, и хороший бой вам показать. И у меня болельщиков много. Я буду вам радовать со своим боем. Ну, парень нормальный, я сейчас познакомился, только поздоровались, бой, все, я ничего не знаю, если у него один бой, у меня тоже рекорд не такой большой, у меня 2 боя и все. Как ты считаешь, то, что по сути ты выходишь на таком небольшом уведомлении, можно сказать, на короткие 2 недели, да, это небольшое уведомление, отразится ли это как-то в целом на исходе события? И будешь ли ты в случае неудачи, возможно, говорить, что именно это послужило проигрышем, если он вдруг случится? Это только Всевышний знает. Как я проиграю, я в этом пути, я люблю драться, я сам вырос на улице. Эта улица называется Шохмансу. Это все таджики про эту улицу знают. А я с детства дрался на улице, я люблю драться. Я выйду и буду драться. У меня... Я сам борец, показать хороший борьбу с соперником. Если стойка хочет, то стойка без разницы. Мне особо нет ничего интересного. Правильно ли я понимаю, что ты хочешь устроить такую своеобразную жесткую зарубу в октагоне, бескомпромиссную, именно показать мощное зрелище в стойке, красиво? Мне особо разницы нет, я боец, я выйду и буду драться до конца. Мы таджики деремся до конца. Насколько мне известно, ты представляешь достаточно известный клуб в Москве, и не только в Москве, это клуб «Львиное сердце». Расскажи про условия в клубе, о тренерах и о твоих спарринг-партнерах. Если я не ошибаюсь, Мартун Межлумян тоже принимает активное участие в твоих спаррингах, да? Да, в «Львином сердце» вообще все условия созданы идеальные. На самом деле, с этим клубом мне повезло очень профессиональный тренерский состав. Армен Гулян, Юсуф Садлаев, тренерский. И, естественно, высокий уровень спарринг-партнеров. Как раз Мартун один из основных спарринг-партнеров моих. Вот. Мы постоянно с ними зарубаемся. У меня все вещи у него дорогие, короче. Не могу никак отстирать. Мартун достал жену свою, никак не может вылечить. Что не спарринг, мы постоянно кровь. То есть ты хочешь сказать, что Мартун слабее тебя, да? Ты часто его бьешь, и поэтому все вещи в его крови, ну, кровище. Не слабее, не слабее. Просто от него кровь постоянно идет, я не знаю, что это. Пользуешься тем, что Мартуна сегодня здесь нет, да? Да, это ему повезло, что его здесь нет. Вопрос Завжбеку и Руслану Мамадову. Ребята, что вас мотивирует заходить в октагон и рисковать свое здоровье? Насколько я знаю, что вы пока за это не получаете деньги, но я знаю, это инвестиции в свое будущее. Вы сейчас инвестируете в себя. Что вас мотивирует? Вот такой вопрос, очень простой. Наверное, этот вопрос я бы задал всем бойцам, но на данный момент задам именно вам. Спасибо. Моя личная мотивация, я по 2 причинам занимаюсь этим делом. Первая мотивация – это эмоции. Это эмоции, которые ты получаешь после боя, во время боя. Это вряд ли с чем-то сравнится. Вот, так по мне, это прекрасные эмоции. Вторая мотивация – это быть лучше себя, то есть становиться сильнее и сильнее себя, то есть смотреть, как ты вырастаешь как боец. Вот, а по поводу того, что там это вклад в свое будущее, да, так и есть. Сначала ты работаешь, так сказать, на имя, потом имя работает на тебя. Это все. Спасибо за вопрос. Мне больше всего мотивируют мои болельщики Таджикистана. Когда я захожу в ринг, я чувствую себя такой мотивированный, чтобы выиграть соперника и выйти отсюда.
Мне больше всего мотивирует это поддержка моих друзей, близкие и мои народы. Хочу победу всегда была за мной и моим народом. Кстати, да, вот такую поддержку таджикских бойцов редко у кого можно увидеть. Это реально, на самом деле так. Малик, скажи, пожалуйста, я знаю, ты приехал не один, вас приехало ребят много, да? Да. Кто-то еще из твоих друзей выступает у нас на мероприятии? Да. И на тоже выступаю. Скажи, пожалуйста, буквально пару вопросов о твоей подготовке, откуда вы приехали и где ты готовишься к этому событию. Отличается ли она чем-то от обычной твоей тренировки? И что вообще сподвигло тебя приехать, усилить эти тренировки и приехать к нам выступить? Из Чечни приехал. Тренируюсь дома, как обычно. Готов полностью. Психологически тоже. Окей. Дилшот, пару слов о тебе. Скажи, пожалуйста, кто твой тренер? Тренер мама узрала занятия очень высокие, разные, все самое. Команда Скажи, пожалуйста, как твоя команда и твой тренер в частности, твои друзья оценивают твои шансы на победу, твою подготовку и чего они от тебя ожидают, кроме победы, разумеется? Вся моя команда, все мои друзья ждут от меня только победы. Где ты проводишь свои тренировки сейчас? Где ты сейчас готовишься, где проводишь тренировки? Расскажи пару слов буквально. Тренировку проводит в зале Волджин под руководством Юсуф Садова. Тренировка идет полным ходом. Собираешься ли ты как-то менять тренировочный процесс свой? Просто я знаю, что большая часть спортсменов перед самым, скажем, боем там, за неделю, за две убирают спарринги, меняют систему тренировки, готовят, делают акцент на выносливость и так далее. Как ты собираешься изменить свою тренировку, чтобы выйти на победу? Тренировки у меня идут хорошо, побольше тренируюсь, в основном, надеюсь, победа будет за мной. Малик, за счет чего ты планируешь одержать победу в этом поединке? Есть какая-то система, на которую ты рассчитываешь и хочешь показать нам этот красивый бой? За счет чего именно ты планируешь одержать победу? Ты хочешь провести бой в стойке? Что ты хочешь показать? Какие твои планы вообще вот на этот бой в целом? Так же, как и Нал, хочешь очень быстро, импрессивно ворваться и закончить в первом раунде? Или же хочешь растянуть эстафету на несколько раундов, вымотав соперника? Серьезная заявка. Что скажешь? Олег, скажи, пожалуйста, пару слов. Я знаю, у тебя огромная группа поддержки. На твои бои всегда приходит много людей. И это не только там одноклубники или просто знакомые, а просто люди, фанаты, которые следят за твоей карьерой долгое время, да? Как ты к этому относишься? Тебе это помогает в твоих поединках, в твоих сражениях? Как это влияет на твою мораль, скажем так, выходить в октагон? Это всегда помогает. Это очень приятно, когда приезжают родные, близкие, земляки,
Есть кто-то в твоей жизни, чье появление на твоих поединках сказывается особенно благотворно и практически всегда дает гарантию того, что ты должен будешь победить в этом поединке? Это близкий человек, который тебя поддержит, его поддержка очень важна для тебя. Очень долгое время меня поддерживает руководитель бойцовского клуба. Мы идем, чтобы я побеждал, чтобы поднял флаг отеческого народа, поднял флаг бойцовского клуба. Так что готовимся шаг за шагом, иншаллах, скоро будет взлет, только взлет. Вот, спорить, забрать его. Это средняя весовая категория. Александр является настоящей темной лошадкой, но я вас уверяю, сможет вас удивить в этом бою. Тут не все так однозначно. Бехрус давно не бился, возвращается после длительного простоя. И вызывается следующая пара. Я хочу увидеть Малика Какаева и Дильшота Начмединова. Дильшот, кстати говоря, тоже является обладателем пояса Колизей Тим, но это будет обычный рейтинговый поединок. Поддержите спортсменов. Очередное противостояние на нашем турнире Таджикистана и Чеченской Республики. Это всегда жарко и интересно. Малик и Дильшот. В этом бою будут лететь искры. Хороший настрой сразу виден. Еще один бой, это Руслан Кириченко и Завкибек Миров. Завкибек несется на всех парах к нашему титульному бою. Руслан дебютирует в лиге, но не дебютирует в проф-ММА. У этого парня действительно большой бэкграунд в любительском. ММА он занимается в сильном клубе, что можно сказать и про Завкибека. Соперники достойны друг друга. У обоих выбыли оппоненты, поэтому буквально за 5 минут на пресс-конференции этому бою суждено было случиться. Во второй пресс-конференции пары у нас закончились. Также есть Олег Хасанов. Это бриллиант нашей лиги. Очень известный и популярный таджикский спортсмен, настоящий ветеран. Приветствую всех. Я, во-первых, хочу сказать спасибо за такое мероприятие. И о сопернике я буду говорить чуть позже. Я сам действующий, начинающий профессиональный боец. И я, если честно, я по сопернику не знаю. У него даже не интересовался, бои у него есть, нет. Мне это вообще не волнует. Я на данный момент занимаюсь в зал Москвы Панчтер. Это всем известный, очень хороший зал находится в Москве. И так занимался у брата Резвана. И я занимаюсь с теми ребятами, они очень хорошие, опытные и профессиональные бойцы. И что я сопернику хочу сказать? Ему я хочу сказать удачи ему и все покажет, все по воле Всевышнего, все покажем в ринге. А то, что мы говорим, это много будем говорить, это ничего не значит. Надо себя показать в ринг, зайти в октагон и показать себя, на что мы способны. И мы будем это доказать, и мы покажем. Мы гордимся, откуда мы, и мы очень это гордимся. Так что, вот так вот. Хушнут, у меня к тебе вопрос. Скажи, у тебя был долгий простой после травмы. Расскажи, в каких кондициях ты находишься прямо сейчас и почему ты бьешься не в своей весовой категории. Дебютный бой у тебя был в весовой категории полулегкой, сейчас ты бьешься в легком весе. Зависит ли это, есть ли зависимость прямая от твоего соперника, потому что, насколько я знаю, твой соперник не сделает 66 килограммов. Проясни немножко ситуацию со своей нынешней формой и почему ты в другом весе дерешься. Я хочу, чтобы он сделал 66. Вариант это. Вот
человек в себе уверен. Если будет 66, я буду вообще заряжен на 66. Нужно определить это заранее, у нас 2 недели Вот до я, ивента. вот вы сами понимаете, после последнего соревнования, то есть последнего боя у меня, я как бы был очень неприятная травма. У меня травма рука. И я бы не сказал до сих пор, она у меня как бы, ну травма есть травма, она лечится по-любому. Ну я готов, я сейчас вешу 73, 74, я и на 70 готов, ну если он делает 66, то это будет вообще бой. Я думаю, что бой года это будет. Мы очень покажем очень хороший, зрелищный бой. Я надеюсь, мы красивый бой покажем зрителям. Иншалла, иншалла. Кто сильнее, тот одерживает победу. Если делаешь 66, то вообще базара не будет. Ну, я же как сказал тебе, ну, я постараюсь сделать 66. Что мы покажем достойный, мужественный бой. Без никаких агрессивных, без никаких вот личных валяний. Вот зайдем, зарубимся, вот покажем очень хороший бой. Конечно, до краю. Кстати, насчет валяния, Хушнут, опять же к тебе вопрос. Твой оппонент выглядит крупнее, физически мощнее. Ты не боишься, что он просто на протяжении 2 раундов будет вязать тебя в борьбе и пользоваться преимуществом своих габаритов? Да, есть такое. То, что по физике, да, но немножко крупнее меня, да, это как бы всем известно. Ну, я много крупных, да, серьезно. Да, как бы не то, что там по соревнованиям. Я как бы, меня вот это вот не волнует. Главное, что человек делал вес. Был парень достойный. Я смотрю, парень как бы достойный. У меня никаких там ненависти нету. Так что зайдем, покажем хороший бой. То, что крупный, пускай будет для себя крупный, а для меня он обычный человек. Я захожу в ринге, покажу, на что я способен. Ты знаешь то, что тело ничего не решает. Самое главное опыт и техника. Что это башка работала нормально. Это можешь своим миссиям говорить, чтобы тело ничего не решает. Ну, как она есть, я тебе говорю. Все. Рустамбек, вопрос к тебе. Хушнут очень уверен в себе, очень уверенно вел себя на вашем первом стардауне. Насколько ты успел изучить его и какой у тебя план на бой? Где ты планируешь биться? В стойке? Ты планируешь пользоваться своими габаритами, как я сказал сейчас, и бороться с ним? Проясни немножко свой геймплан. Ну, заранее я не могу сказать то, что я с ним буду драться на стойке, либо на партере. Ну, в октагоне известно будет, как у нас будет бой. Тебя не пугает его уверенность? Или ты совершенно спокойно к этому относишься? Психологическое влияние есть какой-то его уверенности на тебя? Мне никто не может перепугать. Я не боюсь никого, кроме Аллаха. Я тебя буду пугать. Мы это еще посмотрим. В октагоне увидимся внутри клетки. Твои там близкие друзья дальше тебе не поможет. Только ты и я будем там. Ты по-английски говори, я здесь. Говори по-английски. Как она есть, говорю. Даже мои не поможет там. То, что ты говоришь, у тебя тоже там будет близкие. Так что, брат, ты за себя говори, я за своих не переживаю. Они может в только мне поддерживать уверены, нас. они как бы... Они может только нас поддерживать. Ну, в чем тогда? Повтори. В чем проблема? Ни в чем проблема. Я же тебе сказал уже. Мы с тобой в октагоне увидимся внутри клетки. Кто сильнее, тот одерживает победу. Хушнут, вопрос к тебе. Ты себя считаешь в этом бою фаворитом? Я просто в себе уверен. Но там что дальше уже все я же говорил и буду говорить все от Всевышнего. Зайдет, победит оттуда сильнейший. Кто сильнее, тот победит. Покажем, кто на что способен. Отлично. Хушнут Насершоев и Рустамбек Улуа Элимбек. Аплодируем оппонентам. Есть какие-нибудь вопросы из зала? Уважаемые зрители, я бы хотел позвать к трибуне своего близкого друга, а также очень интересного блогера, у которого YouTube-канал, коуча Михаила Нигматова. Пожалуйста, ваши аплодисменты.
и дать ему буквально пару слов о нашей организации сказать и о том, куда его пригласил 28 марта. Всем ассаламу алейкум, братья. Я, честно говоря, первый раз присутствую на данном мероприятии, я являюсь общественным деятелем. И 28 марта я обязательно приду посмотреть, потому что я увидел всех вот этих бойцов и вижу, что все вы достойны. И уверен, что вы покажете очень зрелищный поединок. Так что всем вам желаю удачи и пусть победит сильнейший. Еще раз всем спасибо, всем удачи, братья. Аллаху Акбар. Ворвался. Так, друзья, если есть какие-то еще вопросы из зала к Хушнуду, к Амилбеку, продолжаем тогда дальше. Вторая пара, про которую мы будем говорить сегодня, кстати, я еще раз скажу, я говорил это на первой пресс-конференции, мы можем возвращаться, если вопросы из зала появляются, можем возвращаться к парам, которые мы уже обсудили. Поэтому, если какие-то вопросы у вас появятся к Хушнуду или к Рустанбеку, то задавайте их спокойно в середине, в конце пресс-конференции. Следующая пара – это Джабир Гулмамадов и Арген Сатымов. Очередное традиционное для нашего турнира противостояние Таджикистана и Кыргызстана. В свободном формате дадим слово обоим бойцам, послушаем, что они хотят сказать, и перейдем уже к вопросам. Начнем с Джабира Гулмамадова. Пусть он начнет. Арген, начнешь? Арген готов начать. Передайте ему микрофон. Ассаляму алейкум, всем приветствую. Меня зовут Арген Сатымов, бойцовский клуб Айкон у нас. Во-первых, хочу сказать спасибо организаторам, что именно нас пригласили. Во-вторых, я что-то не вижу, свой соперник вообще пришел. Ассаламу алейкум, соперник. Вот тебя удачи и, конечно, уважения. Арген Сатымов довольно крепкий спортсмен, провел 2 боя в нашей лиге, даже по-моему, 3 боя провел в нашей лиге в последнем бою, завоевал пояс Колизей Тим, прошелся катком по всем своим оппонентам. И, кстати, что очень интересно, он бился в одном из своих последних боев с одноклубником Джабира Гулмамадова, про это тоже будет вопрос, а пока мы предоставляем слово сопернику Аргена Джабиру Гулмамадову, послушаем, что он хочет нам сказать в преддверии своего боя. Всем ассаламу алейкум, мои братья, которые здесь обучены, что приехали поддержать сопернику, что я могу сказать, уважение на первом месте, а так больше ничего лишнего. Так, хочу еще сказать своему тренеру Резвану Ашурмамадову и организаторам вам тоже огромное спасибо. Скажу, что даете нам таких шансов, возможностей выступать, показать себя, и мы развиваемся, больше ничего лишнего. Да, Джабир, спасибо. Перейдем к вопросам. У Бахридина есть какой-то вопрос. Александр, у Бахридина вопрос. Кому будет вопрос, Бахридин? К Джабиру Гулмамадову? Салам алейкум. Приближенно скажи, пожалуйста, про свой имидж немножко, да? С кем ты советуешь, как развиваться и рассказать свои подготовки. Где происходит подготовка? Спасибо. Моя подготовка под руководством Резвана и и также у нас старший брат Хурсан Джамшедов, он тоже хороший тренер, известный, много знает. А так одеваюсь, брат, что попало, то я одеваю, не выбираю там себе. Утром встал, мне готово, там я одевался, шел. Чек-чек? Да, еще там, чай, заряжен, брат. И, кстати, мне совет тоже привить друзей. Друзья, на самом деле, предыдущие пресс-конференции, где кто менялись, на самом деле, знаете, что добавили?
не думай, что мое мнение как предвзятое. Колизей битва чемпионов 20, и знаете, вот, сборная Таджикистана, вот сборная мира, реально я смотрю, они мне и это меня, конечно, радует. Вот такой посвет вопрос. Да, у нас действительно на этом турнире очень много ярких бойцов из Таджикистана. Александр, возвращая микрофон Аргену, прям вопрос к Джамбиру. Я уже немножко намекнул на него раньше. Джамбир, Арген Сатымов выиграл у твоего одноклубника в одном из последних боев. Увеличивает ли это твою мотивацию, желание победить его? Хочешь ли ты отомстить за Эксона Курбонова? Хороший вопрос, брат. Кстати, я честно смотрел этот бой последнего было, который мой одноклубник проиграл ему. Ну, я не знаю, он как мог проиграть такому сопернику. Он бил на все, как бы, лучше его. Но он просто, я знаю, сейчас здесь не буду говорить, проиграл. Я, конечно, хочу отомстить за него, как бы. Я заряжен, я себя очень чувствую хорошо. Я тренируюсь утром, вечером, 2 раза тренировки в день. И как бы бой покажет, брат, бой покажет. Посмотрим там. Арген Сатымов, к тебе вопрос. Ты идешь на хорошей серии побед, очень быстро набираешь ход. Довольно легко ты выиграл каждого своего соперника. Как ты считаешь, чем Джамбир Гулмамадов отличается по уровню от твоих других оппонентов? Сможет ли он тебя чем-нибудь удивить? Или, в принципе, его уровень такой же, как и у твоих других соперников, и ты собираешься пройтись по нему катком? У меня в этом процессе трибой, победа, все наскочили. В этот раз тоже так же. Бро, и хочу тебе сказать, не пробачи, много хочешь тренуешься, но время покажет, кто я, кто на что я способен. То есть ты хочешь, ты меня выиграешь, да? То есть ты хочешь сказать, что ты меня выиграешь? Конечно. Еще посмотрим. Ты уже как бы здесь проиграл меня, не то, что я говорю там в бою. Я хотел уважать тебя после такого слова, типа ты меня выиграешь, поверь мне, забери это слово. Всех приветствую, всем салам алейкум. Вопрос к Султану. Смотри, ты сказал то, что ты постараешься не дать Ульбеку пройти в ноги или просто упасть на пол. У Ульбека более 95% проходов, то есть 95% случаев он валит людей. Вопрос такой, если он тебя завалит, как дела обстоят с твоим грэпплингом? Спасибо. Спасибо за хороший вопрос. Но борьбу я тоже готовлю, это однозначно. Если уж так произойдет каким-то образом, то я не дам отпора, я буду с ним бороться, я готов бороться. У меня тоже борьба есть, причем хорошая. Я борюсь с более опытными борцами, около 90 килограмм, и не пристаю никак. Так что к борьбе я тоже готов. Еще один вопрос. Расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд, про свой опыт вообще в боях, может быть, в грэпплинге и в каких-то подобных соревнованиях. Интересно узнать. В любительских я выступал раньше давно, но грэпплинг, особенно джиу-джитсу, я думаю, что у меня всю жизнь нормально, а вот грэпплинг нигде не выступал, не было таких боев, особенно борьба, но раньше в любительских я выступал. Спасибо. И можно еще один вопрос на Ульбеку? Ульбек, приветствую тебя. Такой вопрос. Если ты планируешь взять чемпионский титул и, дай бог, его возьмешь, какие дальше у тебя амбиции? Ты продолжишь выступать в этом промоушене, либо ты смотришь куда-то вперед? Расскажи, пожалуйста. Приветствую, Константин, спасибо за хороший вопрос. Дай бог, иншаллах, я возьму этот пояс, и мне хотелось бы дальше продолжить карьеру в INC, может быть, и UFC. Конечно, мне хотелось бы стать чемпионом UFC в будущем, потому что я считаю, если в этом спорте, ты должен стать лучшим. И Колизей — это отличное место, чтобы проверить свой дух, набраться опыта, потому что
первые два боя, на самом деле, первый бой был очень тяжелый для меня здесь. То есть здесь очень много крепких, талантливых ребят. На самом деле, очень перспективный турнир, и это самое место, чтобы себя проверить. Но, как бы, дай бог, если я выиграю поезд, я буду двигаться дальше, посмотрим. Это отличная возможность. Спасибо, Игорь. И еще один вопрос. Многие соперники расценивают тебя как больше борца. Я все-таки считаю, вы наблюдал много твоих боев, я все-таки считаю, что ты более универсальный боец. И скажи, пожалуйста, в этом бою мы увидим бокс? Константин, мы увидим бокс в этом бою, если соперник не даст мне пройти борьбу, потому что я никогда не хочу нанести травму сопернику, потому что он за ним также наблюдает себя. Но если у меня не получится бороться, и соперник будет меня бить в лицо, тогда я покажу свой характер, свою ударную технику, свой дух. Но пока что есть борьба, я буду на борьбе вывозить, потому что я не хочу только здоровье вывозить. А там посмотрим. А ударную технику у тебя есть? Увидишь бою, брат. Несомненно, посмотрим. Спасибо, у меня все, всем здоровья, кто выступает опять удачи. Спасибо за вопросы, вы отличный журналист. Да, Альбек, тебе тоже спасибо за слова. Рома, до сих пор. И я уверен, оба бойца максимально мотивированы к тому, чтобы подойти к этому бою в лучших кондициях. А где Роман? Катя. Катя. Давай, лучше поближе. Можно чуть-чуть отойти, пожалуйста. С телефонами отсюда. Тут снимают, техника хорошая, вы с телефонами сюда встаете. Леван Лиманжава против Якуби Абдурахима. 28 марта ОСК Крылья Совета. Лицо камеры. Поаплодируем. Юку, красавчик. Друзья, следующий бой я приглашаю Эльбека Алышева и Субханали Наима. Очень интересный интригующий бой, как мы сказали, Эльбек является явным фаворитом, но мы думаем, что у Субханали есть сюрпризы. Я думаю, что он удивит нас в этом бою face-to-face. Спасибо лицом камере. Удачи, бойцы. Поаплодируем оппонентам. И приглашается жаркий бой Вушнут Насершоев против Рустамбека Рустамбека. Между парнями есть напряжение, это уже вторая встреча, второй face-to-face. Оба максимально заряжены, уверены в себе. Gel, jaktırak gel. Gel. Тихо. Спокойно, ребят. Тихо. Спокойно. Спокойно. Куда? Ты сделал? Все, когда сказали стоп, надо стоп. 28-го вы ногами и руками помашете. И будет Так не делайте, ребята, уважайте себя. Лицом к лицу. Лицом к оглядыш. Один из самых интересных противостояний, один из главных боев вечера. Они увидятся еще 27 числа, ждите искренне. Покажем хороший зрелищный бой. Вызываем Джамбира Нурмамадова и его соперника Аргена Сатымова. Это битва в весовой категории 57 килограммов. Бойцы тоже заряжены, есть у парней искра. Джамбир идет на неудачной серии, Арген наоборот сносит всех на своем пути, но не все так просто будет, не все так просто будет в этом поединке. Очередной жаркий стартап. 27 марта эти парни встретятся, еще раз покажут свой вес, встретятся лицом к лицу, а 28-го закроется клетка, и мы узнаем, кто Также приглашаем Владислава Санникова, он остался без соперника.